Дается старт второму забегу. К сожалению, имен участников этого забега не знаю. Но к третьему забегу готовится Диана Адаська, многократная победительница чемпионка республиканских соревнований, спартакиады Монтяро, спортивных игр. Также она является многократной победительницей первенства Дальнего Востока и Сибири. В школьные годы много раз выигрывала первенство России. Бега на короткие дистанции, по прыжкам в длину и по тройному прыжку. И третья дорожка Лободовская Маргарита. По первой дорожке Крюкова Екатерина, по второй дорожке Диана Адаська и по третьей дорожке представительница города Ленска. Фамилию забыл. Диана Адаська вчера она выиграла на дистанции 400 метров с результатом 1 минута 09 секунды. Так дается старт. Но Диана Адаська, мы знаем, последние годы она больше прыгала. А сейчас вот постепенно переходит в беговую дисциплину. Так, дан старт. К третьему забегу Диана выходит постепенно в лидеры. Ну, вслед за ней будет бежать еще Ольга Белова, представительница города Ленска, Зиничева Татьяна. И вот Диана Адаська, она уверенно выигрывает свой забег. Но надо еще и соревноваться с девчонками из других забегов. Четвертый забег. Готовится Ольга Белова. Вчера Ольга Белова она выиграла на самую короткой дистанции 60 метров. По второй дорожке будет бежать Татьяна Зиничева, тоже многократная победительница и призерка многих соревнований нашей республики. И по первой дорожке Ким Екатерина, представительница Тераптинского улуса. Вторая дорожка Зиничева Татьяна. Зиничева Татьяна вчера она завоевала серебряную медаль на дистанции 60 метров. И по третьей дорожке, как я говорил, Ольга Белова, представительница Ленского улуса. Сейчас будет интересная борьба. Ким Екатерина вчера она завоевала бронзовую медаль на дистанции 60 метров. Но к ним прибавилась Диана Адаська. Ее результат и всегда был хорошим. Интересно будет потом узнать. Так дается старт четвертому финальному забегу.
на дистанции 200 метров нету финального забега, сразу будут определены победительница и чемпионка, и призеры чемпионата Республики Саха-Якутия по легкой атлетике в помещении 16 января 2022 год. Это разведка перед 8-ми спортивными играми, которые будут проходить в селе Барагонцы у Салданского улуса. Салданский улус в свое время, в 1996 году, принимала первую спартакиаду народов Якутии. Раздается старт. Следим за Ольгой Беловой. Ким Екатерина приближается к Татьяне Зиничевой. Но Ольга Белова пока еще недосягаема. И сейчас будет на финише. На финишную прямую выходит Ольга Белова. Уверенно за ней Татьяна Зиничева и Ким Екатерина. И по времени скоро мы узнаем, кто же стала чемпионкой республики среди женщин. К сожалению, пока судья-информатор не дает нам информацию про то, каким результатом заканчивали те или иные спортсменки. На старт приглашается мужчина. Первый забег.